С 1 января 2011 года вступил в силу 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Один из пунктов документа гласит: предусматривается введение страхового полиса, удостоверяющего право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ. То есть любой желающий может обратиться в любую больницу. Казалось бы, закон действует на благо обществу, однако это не совсем так. Увеличились и без того длинные очереди в медучреждениях. Первая поликлиника прочувствовала это на себе, ведь именно здесь работают такие узкие специалисты, как проктолог, эндокринолог, маммолог и онколог. Поток больных очень велик еще потому, что нарушился принцип обслуживания по участковому принципу. Если до этого в поликлиниках номер 2, 3, 4, 5, где участковые терапевты, обследовав больных, говорили: ну теперь сходи к онкологу, к эндокринологу для подтверждения или снятия диагноза, то теперь горожане, получив возможность самостоятельно обратиться к этим специалистам, они без участкового терапевта просто пошли к онкологу: обследуй меня на онкологию. Причем география обратившихся сразу же выросла. Теперь в поликлинику обращаются не только жители городского округа, но и из далеких населенных пунктов Башкирии и даже деревень Удмуртии. По закону врачи отказать в приеме не могут, но мощность лабораторий и количество необходимых врачей, нахлынувший поток людей, не хватает. При норме у меня вот здесь 20-25 человек в день, 30-40 это ежедневно. Вчера 56. Сегодня вот еще до конца рабочего дня 2 часа уже около 30 больных. Нагрузка большая. И нагрузка, она идет непрофильные больные. То есть времени не остается заниматься более тщательно теми, кто нуждается. Отсюда может возникнуть проблема и качества медицинского обслуживания. Но свобода выбора врача и медучреждения только распоясала население. Чтобы сменить лечащего врача, необходимо в письменном виде обратиться к главному врачу и указать причину вашей просьбе. Менять врача можно лишь раз в год. То, что человек имеет право выбора лечащего врача, имеет право выбора себе лечебного учреждения, не говорит о том, что человек, проживающий, допустим, в Калтасинском районе, должен бежать в город Нефтекамск. Хотя он это право имеет, но принцип участковости, то есть человек должен лечиться там, где он проживает. Потому что тут возникают вопросы, связанные с инвалидностью, пенсионными вопросами. Это должно быть по месту жительства. Обратиться в любое лечебное заведение можно, но без фанатизма. Усердно искать в своем организме болячки не стоит. Тем более, если ваша излишняя бдительность мешает лечению человека, который действительно нуждается в скорейшем лечении. Анна Сазыкина, Александр Беховников, Ильдар Рахмангулов. Информационная программа «Ежедневник».